По итогам 2022 года в Коми на 9% сократилось количество аварий на дорогах. Стало меньше погибших и раненых в ДТП. Чтобы сохранить тенденцию, необходимо усилить работу, подчеркнул глава Коми на комиссии по безопасности дорожного движения. Самыми тяжелыми остаются столкновения с выездом на встречную полосу. В таких авариях погибли 24 человека. Большинство на дорогах вне населенных пунктов. По данным ГИБДД, необходимо повысить качество содержания трасс и улично-дорожной сети. В каждом четвертом дорожно-транспортном происшествии выявлены недостатки зимнего содержания. Так, 3 января этого года на 192-м километре в Книжпоговском районе в аварии погибли 3, в том числе ребенок. На прямом участке автодороги транспортное средство теряет управление и идет занос на полосу встречного движения. Обратите внимание на слайд, в каком состоянии проезжая часть. На покрытии дороги наличие снежного наката, следы обработки проезжей части противогололедным реагентом отсутствуют. Обочины не очищены, а это самая интенсивная автомобильная дорога республиканского значения. Очевидно, что обслуживающая организация не приняла своевременных мер к содержанию данного участка автодороги в нормативном состоянии. Вообще, если проследить тенденцию аварийности в 2022 году, то можно констатировать значительный рост ДТП вне городов и населенных пунктов. Более 1 200 000 000 республика направит на ремонт дорог на 13 участках, мостовых сооружений, установку освещения. Это помимо ямочного ремонта, разметки и других запланированных мер для повышения безопасности дорожного движения. Владимир Уйба поручил также разработать комплекс профилактических мер, в том числе как предложение возродить институт дружинников при ГИБДД, в том числе для контроля содержания дорог. Как предложение просто подготовить перечень мероприятий профилактического характера, в первую очередь по воссозданию все-таки дружины, те, которые на автомашинах, точно так же дружинники, которые работают с ГИБДД. Но, безусловно, там, по каждому случаю, где у нас не сработали дорожники, разбор полетов и применение всего перечня мер к нерадивым и руководителям, и исполнителям. И мы понимаем, что там первая декада января – это самое сложное время. И в этот момент не важно, там, что он тоже человек, и он тоже хочет там, Новый год отдохнуть, отдохнет после. Иначе зачем он работает? Разработаны меры по ликвидации мест концентрации ДТП. Таких в регионе 9. На дорогах федерального, регионального и муниципального уровней. Также необходимо усилить работу по созданию штрафстоянок в 4 муниципалитетах и по профилактике безопасности движения на ЖД-переездах.